Не знаю. Я же говорю, мы не учились, Заир, нас никто не ставил в угол и не говорил, Хана, давай бы заниматься этой касочкой, более ерламайсын. Никогда никто не говорил. Я все время стояла за кулисами, смотрела, как Сабрепте говорит, как она стоит, что она делает, как она ходит, как она выходит. Она мне дала автограф, единственный мне, это я. Вот это итог моей жизни. Сохранился. Есть такой автограф. Я принесла пластинку, она уже уходила. Просто я мне сказала, если ты не приедешь и не увидишь ее, ты больше ее не увидишь. Я Гульзар Бекирова, родилась в Таджикистане, Ленабадской области, поселок Советабад. Большую часть своей жизни посвятила искусству. Я пою, певица. Любовь к пению у меня еще с детских лет, с 2 лет, как мне моя мама рассказывала, что когда, приходили к нам гости, говорила, слушайте, я сейчас буду петь. Я еще хорошо говорить не могла, оказывается, но что-то там, так сказать, производила голосом. И вот мама мне рассказывала, что, говорит, тебя, говорит, и ты, говорит, очень заставляла слушать себя. И кто, если голову повернет, я даже могла остановиться, пойти, голову повернуть так, как положено. Вот. А когда завершала, пение, делала поклон, и если кто-то не хлопает, подходила, брала, руки и заставляла хлопать. Вот такая была наглая девочка. Я родилась в музыкальной семье, где, моя мама Раметля имела очень красивый голос, высокий. Она росла сиротой, петь никогда не приходилось. А вот бабам мой был самодеятельным артистом. Он играл на всех инструментах, не имея образования. И аккордеон, и скрипка, и фортепиано, и даре, и все, что мог. Единственные духовые инструменты не мог, потому что там тоже свои навыки нужны. Вот. И в нашей семье всегда звучала музыка, всегда были гости, всегда мы пели. В нашей семье, 6 детей, 4 из них закончили музыкальную школу. У Диляры на свадьбе я была, свидетелем. Вот. И папа ее пригласил именно на свадьбу Хайтарму. Хайтарму, ту часть Хайтармы, которая ездила по свадьбам. Там несколько музыкантов, во главе Физи Белялов, Рустам Меметов и Зейнеп Люманова. Там был, Яхупага Куртиев. Это был актер театра. Он так и остался в Таджикистане. Он был на этой свадьбе, и он родственник моей подружки. И вот посредине свадьбы он сказал, можно теперь наша артистка споет? У нас тоже в нашем селе есть артистка, мы попросим, чтобы она спела. Так все музыканты и, так сказать, приезжие гости удивились, как это так, что какая-то артистка здесь находится. Он объявил меня, Гулизар. Вот я тогда спела, но если я выходила в поселке петь на свадьбах, где меня постоянно выводили на бис, не давали мне покоя. И вот мне пришлось петь разных 5 песен. Вот. И я спела, и по окончанию были все удивлены. Ну, конечно, играли они все эти песни знали, это же народные песни. И так получилось, что у нас, вот мы сыгрались с этим ансамблем. И вот когда завершилась свадьба, обычно как раньше делали, во дворе. Если свадьба закончилась, все, кто на ногах, музыкантов сажали отдельно, готовили им стол, и сажались все те, кто на ногах, и вот они все вместе продолжали вот эту свадьбу. Ну, уже, может быть, не с музыкой, просто вот впечатлениями делились. И вот музыкантам делали отдельный стол, и их угощали, потому что они же весь вечер играли. И тут я слышу, а я пошла невесту, так сказать, помогать, чтобы она переоделась. И вдруг тут приходит, так сказать, знакомый и говорит, Гульзар, тебя там Февзяга зовет, Белялов. Я так удивилась. Ну, пришла, я говорю, слушаю вас. Он говорит, Хардашим, мына ерге отырчы. Вот я села среди них, он говорит, сен бұл көйде напасың, я мне, говорит. Я говорю, как напам? Я живу здесь, утрам мында, я шаем мында. Он говорит, готовая певица, вот так взять, поставить на сцену и будешь петь. Все в тебе есть. Что ты здесь делаешь? Я говорю,
Ну вот я ансамбле работаю, здесь есть самодеятельный ансамбль. Тогда в нашем Чкалске был ансамбль «Мелевши». В общем, они стали меня уговаривать, что я приехала. Ну вот я, конечно, сразу не смогла уехать. Через 2 месяца, 8 августа 1975 года, я все-таки решилась и сказала родителям. Мама меня поддерживала. Она знала, что я с детских лет об этом мечтаю. Но папа мне так сказал. «Анда яхшы бір ши yok. Бармасаң да ола», он мне сказал. Потому что он же все свое время провел с артистами вместе. Потому что он был 13 лет до войны, до высылки. Он работал инструктором радиокомитета. Когда я с Сабрией Реджеповой познакомилась, меня Рустем, в 1975 году я уже работаю, и я мечтаю, я прямо вот жду, когда он мне, я говорю, ну когда ты меня поведешь к ней? А она уже тогда больная. Ну как, уже не такое было состояние, болезненное было. А цирроз печени уже долго длится. Ну вот один из дней он меня привез туда, я познакомилась с ней, а у нее была такая черта, когда она говорит, невозможно было вставить ничего, никакой вопрос, ни что сказать, потому что она настолько говорила интересно, и этот рассказы вытекали один из другого, невозможно было ее, а тем более ее остановить невозможно было. Ну вот как-то, когда она взяла такую паузу, а мне не терпелось сказать, что она моего отца хорошо знает. Мне это хотела сказать, я это хотела ей дать знать. И вот в какой-то момент я говорю, Сабри апте, сіз мен бабам яхшы білесіз. Она так, кім сен бабам? Так, она так уже разговаривала. И я, Мамут Бекиров сказала, ну что это говорит, если она много лет не видела. Они на концерты приезжали в Таджикистан, отец ходил, но это же время потом прошло много, и как бы все закрылось, не так часто приезжали. Она теперь, тем более заболела, много лет не выезжала. И, в общем, я ей объяснила, кто мой папа. И потом она так с удивлением, с такими большими глазами, она сказала, «О, кяфр сен бабам», она мне сказала. А у нее самое любимое слово было кяфр, вот это, знаешь, ласкательное. Она это не говорила вот в смысле этого слова, она просто это любила, это слово, поэтому... А для меня это так стало, таким шоком стало. Я кяфр понимала, ну вот как, в полном смысле этого слова. Но я была в шоке, и тут я замолчала. Потом, через некоторое время, когда уже мы уходили, я все-таки нашла смелость и сказала, Сабри апте, не очунсыз мен бабама кяфр дедіңіз, я Иса, а он же тогда работал на радиокомитете инструктором. Она говорит, я Иса, о кяфр бізге рұқсат берсе, біз радиоға шықайдық, бермесе шықмайдық. Вот это она мне хотела сказать. И я, когда отцу это сказала, он говорит, Сабриян ең sevген сөзі кяфр, айта біле өлеші. Это был 1975 год, где-то в ноябре месяце. У нас городской концерт в доме Свердлова. Это был театр Свердлова в Ташкенте на площади Революции. И Сабри апте, будучи на пенсии, имела право 2 месяца работать на сцене. И она этим правом пользовалась, потому что ее несправедливо уволили. Для Сабри апте и вообще для наших вот этих артистов, это были все настоящие артисты, для них сцена была воздух, их жизнь была. Поэтому она имела право работать 2 месяца. И вот получилось так, что городской концерт Сабри апте тоже будет работать, с нами вместе выступать. И программу построили так, на мое глубочайшее удивление, до меня идет Сабри Реджепова, после нее иду я. И когда стояли, мы ждали своего выхода, она говорит, «Қызым, сен нечем были кедерлесін?» А я такая, знаешь, расстроенная стою, не знаю, что сказать. Я говорю, Сабри апте, ну как можно было после вас меня пустить? Я же после вас, что я могу показать? Я только новая певица, я только пришла на сцену. Это 1975 год где-то. Я начала в августе работать, а это ноябрь месяц. Что я могла показать? И я говорю, что я могу после вас показать, Сабри апте? И она говорит, «Эркезн озн кысметі бар, қасывет етме». Сен чук, ерла, она мне сказала. Ну все, она спела. Тут теперь меня объявили, естественно, за ней пошла я. И
к моему удивлению и к моему счастью, эта величина, этот человек, эта певица, эта гордость нашего народа стояла, ждала на сцене меня, пока я сойду со сцены. Вот представьте. И она со мной вместе переживала мое выступление. И когда я уже сошла со сцены, пришла, она сказала, меня позвали на бис. И когда я спела бис и пришла, она «Көрдің қызым, еркездің ұзын қызметі». И вот тогда для меня уже после этого было все. Она мне дала такой дух, такое наставничество дала, что вот... И я, вот эти слова меня всю мою жизнь, вот как лейтмотив, они шли. «Қызым, бір шеден қорқма, ты на своем месте». Вот такое было. И вот мы с ней 2 года подряд, 2 месяца мы с ней на сцене работали. Это мое большущее счастье, это мое звание. Хоть мне звание только Крыма дали, это мое звание, я считаю вот так. Самая дорогая, я могу ее спеть в любое время. Это после смерти Сабри Апте ее супруг Кабул Ситвилиев, наш композитор, посвятил ей буквально через день. Вот буквально через день он написал песню и слова, и музыка Кабула Ситвилиева. Эту песню я могу спеть в любом месте, всегда, везде, где меня попросят, даже не попросят. Это самая дорогая моя песня. «Екылмас сөнмес абиде». Абиде – это памятник. И этот памятник никогда не екылыр, не сөнер. Он не упадет и не потухнет. Вот перевод такой. «Тосат, тосат, радиола, мечбур олдым чыңлата. Сенің сесің dinlegеннің illa бірден ағлата, намлы адың хатырлата, сөнмес тесір қалдыра». Canım sana bağışladım. Yırlarımı, ozumnu, yırlarımnen aytıp geldim, aytalmam sözümnü, sözümnü. Когда Сабри Апте уже умерла, но она еще, ее на следующий день должны были похоронить. А я в этот вечер пела на сцене. Фейзагаз сделал концерт, а потом с большим скандалом мы добились, Рустем особенно добился, что 3 дня будем держать матем, это Сабри Апте, второй нету. И вот в этот день я пела. И я знала, что Сабри Апте уже умерла. Но я собрала все силы, я сказала, если Сабри Апте еще лежит, и еще она не в земле, то значит, я на ее путь встала. И я действительно всегда стараюсь не забывать о ней. Я всегда ее помню. Я когда на сцену выхожу, помню. Я везде ее помню. И поэтому это мое счастье, что я с этим человеком простояла на одной сцене. Есть категория певцов, я это точно знаю, потому что многие певцы, мои знакомые, в нашем ансамбле были такие в нашем ансамбле певцы. Они говорят, что они, когда смотрят в зал, они видят темное пятно. Как можно петь темному пятну? Вы мне скажите, какая может быть отдача энергии? Вот ты отдаешь энергию, какой может быть отклик, да? Я когда пою, все удивлялись. Я прихожу, если вот освещается как? Сапфиты горят, и они где-то 5-6 рядов они освещают. В любом случае падают туда, да? Уже дальше я не вижу.
Я вижу каждого человека, кто сидит в зале. Я на это внимание не обращаю. Ну, у меня взор попадает, я же для них пою. Я смотрю реакцию, как они реагируют. Когда поешь, и кто-то повернул голову, уже все. Значит, человеку неинтересно. А когда человек поет или там танцует, и все внимание там, вот это значит искусство. И это я на себе испытала. Я же для них пою. У меня должны глаза видеть, как они реагируют. Мы должны совпасть. И я видела очень много раз, как у людей слезы. У дальних я видела, как платки там, извини, вытирались. Вот это все я видела. Я это знаю. И поэтому я считаю, что это очень хорошая черта певца, который в контакте со зрителем. А в зале, если тебя видят, если чувствуют тебя, и если идет, так сказать, отдача зрителя тебе, то ты на сцене не просто простоял, не просто пропел, а вот именно тронул человека, понимаешь? Вот это очень важно, очень важно. И это все благодаря Сабрепте, благодаря нашим корифеям. Мы от них учились. Я могу сказать, как Сельмапте выходил на сцену. Но это просто, это была, ну как тебе сказать, лебедь настолько, вот как был в детстве гадкий утенок, а потом такая лебедь, что ни на кого похожа не была. Сабрепте, то есть это Сельмапте. Я видела, как Аблямит Ага выходит на сцену. Но вот за 100 лет не народился же второй Аблямит Умеров. Нету. У нас нету такого, как. Аблямит Ага на сцену уходил, уже все смеялись. Даже если у него была такая интерпретация, сценка такая была, гульпемпе называется. И он надевал на свое вот это кругленькое лицо, одевал платочек, и за кулисой вот так раз посмотрит, весь зал смеялся. Вот понимаешь, это образ, это роль. Поешь песню, должен быть образ. Ты в роли, ты должен все это прочувствовать сам сначала. Если ты эту песню не прочувствуешь, не проживешь, как ты можешь дать зрителю, и зритель должен тебя это поплакать там, или там душу его тронуть? Ты не сможешь это сделать. Это очень ценно. Вот я могу охарактеризовать наше певческое искусство. Вот как мы забываем язык, все уже, мы все говорим по-русски, да? Многие. Так и вот в таком состоянии и певческое искусство. Вот я могу вот этими двумя словами. Исчезает наш язык. Исчезает наша народная песня. Я могу сказать из певцов, я всех слушаю. Очень много ошибок в произношении, в словах. Это все результат того, что мы не знаем своего языка. Когда человек не знает язык, он не сможет спеть. Прежде чем идти в искусство, стать певцом, нужно научиться языку. Ты хочешь петь татарские песни. Вот у нас Дилявер Бекиров, он нас руководил много лет. Когда мы ему предлагали, можно я спою, вот, например, я говорю, узбекскую песню, там какую-то другую песню, азербайджанскую песню. Или там кто-то другой. Он послушает сначала, как ты споешь, и если ты спел не лучше, чем исполнитель, он говорил, нет, лучше пой свои татарские. Вот эту песню по-татарски петь не надо, он говорил. А мне всегда говорил, ты бы лучше в Хорезм уехала бы, ты там уже давно народной артисткой была бы, мне всегда говорил. Потому что хорезмский, узбекский, азербайджанский мне очень хорошо получается. Я влюблена была в это искусство. И что я хочу сказать? Вот сейчас, слушая песни наши, народные особенно, я очень в большом разочаровании, я не хочу слушать их. Даже я иногда, бывают такие моменты, что зачем я пошла в пение, зачем мне это надо было? Вот настолько я расстраиваюсь, зная вот этих всех людей, корифеев наших. Хорошие песни, допустим, Земаниви, как мы говорим, это такие сейчас современные песни, в хорошем варианте, в хорошем, так сказать, с хорошим текстом, есть песни, можно слушать. Но народные, я же народник, я не приемлю этого, я не могу. Если у нас, например, в песнях не говорится, не поется буква «ы», как она в
в обиходе применяется. Или «и». Нету такого. Вардым нету. Вардим тоже нету. Вардым. Вот между «и» должно быть. Вот так нужно. Бардым чешме баши. Я же не пою. Бардым чешме. Я же не пою так. Бардым чешме башина. Аман, аман. Вот так должно быть. Понимаете? Между «и». А у нас все и взрослые поют «и». Уже кто на сцене долго стоит, они просто на это не обращают внимания. Вот в таком состоянии наше сейчас пение. Кто более-менее правильно поет, старается правильно петь, и уже, ну как тебе сказать, уже как бы много лет на сцене, я могу выделить только Афизе Касара. Вот лично я, это мое мнение. Потому что Афизе старается петь все слова правильные, мелодия правильная, у нее есть образ, она передает, поэтому ее любят. Есть молодая певица Халисе Аблаева. У нее тоже в семье, тоже музыкальная, у нее мама поет, хоть и самодеятельная была, но мама пела, она тоже с Ленабада. Вот она старается петь правильно. Она, когда берет народную песню, она ее никогда не искажает. А сейчас могут взять, певцы такие есть, взять песню, допустим, очень тяжелую. Вот есть такая песня «Арабахапо». Очень красивая, мелодичная песня. Арабадахапо, аралы хаман, не бakarsın analık. Benim yarem mında yoktur, dünyama харанлых. Какая песня? В этой песне поется, что молодая девочка, у которой мама не родная, мачеха, не дает ей ни выйти, ни соединиться со своей любовью. Понимаете, вот это настолько тяжелая песня. И как можно из этой песни сделать поп? Вы мне скажите, можно это сделать? Самый простой вариант. Человек, который знает. Вот, например, слова. Да, есть поэты, есть писатели. Правда, те, которые были связаны с музыкой, связаны поэты, я имею в виду, связаны уже наши корифеи, опять мы можем их тоже так назвать корифеями, потому что они еще в Крыму знали наше искусство. Они могут поправить, они знают оригинал, они знают, так сказать, как это исполнялось тогда. Разве может человек, ребенок без учителя стать грамотным? Не может. Потому что ребенок должен сначала в школу пойти, потом в училище там, или куда-то, потом в институт. И потом, когда он пройдет какое-то энное количество времени, когда наберется опыт, вот тогда он уже может говорить: да, я знаю, я вот это знаю. А если учителя нет, какое может быть знание? Сейчас я тебе скажу, ну, сколько я не хочу никого обидеть, очень многие без учителя становятся профессионалами. Не может быть, такого нету. Нету в жизни такого. Ни в каком народе. А у нас умудряются. У нас много знает. Разве может быть так? Пока еще Рустем Иметов живой. А у Рустема Иметова сколько багажа. Телевер Усманов, который поет наши Чоль Тарафын Турклерын. Какой он знаток. У него такой багаж, у этого Телевера Усманова. Есть же люди, которые знают. Идите к Джемилю Карикову, пусть он старинку тоже выносит, он старинку тоже выносит, как нужно. Вот он, даже нам, он сказал, вот эти песни еще вот такой вариант есть, давайте попробуем так. Мы выступали, мы пели, мы с ним сидели, занимались, он нас научил, и мы пели эти песни, и нам это очень понравилось. Есть же люди, к кому можно пойти. Мы должны жить, как говорят же, прошлое, настоящее, будущее. Вот должны какую-то часть с прошлого, с какой-то настоящее и будущее. В будущем мы должны
преподнести или же оставить своим детям настолько все правильное, все нужное. Но самое главное, если мы, наш народ, Кырым-татар миллеты, Кырым-татарлар, не возьмутся за ум и не поймут, что мы Кырым-татарымыз, и өз тілімізді білмек керекміз. Завтра и вот этого не будет. Я вам говорю, вот этого тоже не будет. То, что у нас есть возможность, кто-то, отдельные люди что-то делают. Государство не делает, никто не делает. Но отдельные люди делают. Сау болсыннар. Алла уларға 100.000 кere зияда берсін. Кто вот это все делает? Но завтра и этого не будет. Если бірдане татаржа айтма білмесе, это что будет? Если мы не возьмемся за ум. И никакие нам идеи ничего не помогут. А если будет язык, если будет он сохранен, то я думаю, что мы останемся, мы будем жить. Мы будем жить, но так как, допустим, свой язык, если забудем, то крымские татары как таковые будут только существовать. И все.